Религия и культура на протяжении всей истории человечества оказывали одинаково огромное влияние на формирование мировоззрения людей. Культура является мостиком, который соединяет индивидуальную деятельность человека с принадлежностью к роду человеческому, возвышаясь над обыденным существованием. Благодаря культуре человек, по его мнению, становится причастным к человечеству в целом. Это обеспечивает нашей ежедневной работе творческий характер, позволяет преодолеть субъективность отдельного человека и перейти на уровень культурной объективности. Культура – это важнейшая составляющая становления личности, и сегодня мы будем говорить о ней, о нацпроекте «Культура» в программе «В ритме времени». Национальный проект «Культура» имеет две главные цели. Прежде всего, конечно, сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для российских граждан и для иностранных гостей. В планах проекта реконструкция, реставрация и техническое переоснащение более чем 3500 объектов. При этом речь идет как о жемчужинах истории, так и об обычных домах культуры, кинотеатрах, библиотеках в малых городах, чтобы люди, которые там живут, не были оторваны от культурной жизни страны. Император Священной Римской империи Карл V в XVI веке еще тогда сказал, что он начнет свою деятельность с повышения культуры. Скажите, пожалуйста, в каком направлении и как мы работаем в нацпроектах? У нас целый ряд направлений по нацпроекту, которые сегодня охвачены и которыми мы продолжаем заниматься регулярно. Достаточно хорошо отлажено выстроенное взаимодействие и здесь, внутри республики, с федеральным центром. Нам во всем идут навстречу. Я планирую снова выезд в Москву по одной из составляющих проекта. Та часть, которая до сих пор у нас еще не заполнена, скажем так, графа, она еще, в силу определенных обстоятельств пустует. Появляются новые возможности. Возможности сегодня не ограничены. То есть, если говорить что у нас, мы знаем, что как никогда интенсивно сегодня происходит строительство в республике. Да? Республика наполняется все новыми и новыми площадками. И возможности сегодня для творческих составов, для того, чтобы подтягивать направление, то упущенное направление на селе, и не только на селе, сегодня неизмеримо выше, чем были прежде, когда мы работали в пропорционально тяжелых, неадекватных условиях. Сегодня есть возможность и жителям села достаточно подробно, регулярно приучать их и к искусству, и то есть, тех, кто, скажем, в силу возраста или удаленности раньше не имел такой возможности. И просто диалог вести с ними, целый ряд других мероприятий. Для решения поставленных задач предстоит провести и цифровизацию культурной сферы, в том числе, как сказано в указе, создано 500 виртуальных концертных залов. Цифра позволит расширить аудиторию учреждений культуры на 30 миллионов человек по стране. У нас есть еще очень одно новое интересное направление – это цифровая культура. В прошлом году там еще стояли нули, сегодня по линии цифровой культуры мы получили возможность привести сюда виртуальный концертный зал. Значит, это для демонстрации. Мы сегодня можем, находясь в филармонии, участвовать в онлайн-просмотре любого знакового концерта или либо другого какого-то мероприятия, проходящего на территории не только Российской Федерации, но даже мира. В перспективе, после приобретения доп. Оборудования, и также и наши программы могут смотреть в любом конце. Это прямой эффект присутствия. То есть мы не просто там, как по телевизору смотрим. Мы так, как если бы мы сидели в зале, мы можем задавать вопросы и так далее, если будет какая-то обратная связь. Это 5 с лишним миллионов тоже сейчас выделили по цифровой культуре, это только начало. Выделены средства на приобретение транспорта для наших, выделены средства для приобретения музыкальных и иных инструментов для наших школ. Вторая главная цель нацпроекта «Культура» – раскрыть творческий потенциал людей, дать им возможность продемонстрировать свои таланты. Также должна быть создана система поощрения одаренных детей и молодежи в виде грантов, обучения и стажировки.
То есть ключевые задачи национальных проектов – это культуризация, здоровье и образование Образование, это, вот мы говорим сейчас о проекте, вот, кстати, мы упустили, это одно из направлений нацпроекта, это творческие люди. Вот, мы в перспективе, вот, до 2024 года мы должны подготовить, дать ту или иную форму, ну, по большей степени доп. Образования. 16 человек должны мы направить на обучение. В этом году 3 человек, 3 ребят у нас уехали в Краснодарский университет. Значит, они будут обучаться, приобретать профессию свет и звук, свет и звук режиссура. В будущем году мы планируем заключить специальный договор с Московским институтом, в который мы будем готовить. Сегодня у нас главный, ну, у нас во многих направлениях кадровый голод, но основной дефицит у нас это, конечно, технических работников, потому что если вчера, когда у нас там 3 прожектора на всю театральную организацию было, и там мог любой человек самоучками управлять, сегодня, учитывая, что у нас появляется новая аппаратура, количество домов культуры и так далее, сложность, которая для обслуживания этой аппаратуры, нам все больше и больше необходимо, нужны технические работники, которые, это творческая техническая часть, люди, которые могут обслуживать уже свет, звук и так далее, театры. Это дефицитные направления, дефицитная специальность, за ней будущее. Этими ребятами, технарями будущее, потому что они сегодня все более и более востребованы на постсоветском пространстве, вообще не только на территории России, они сегодня везде нужны, они нужны во всех странах. Вот, я не говорю про Запад, там давно это отлажено. Сегодня, вот, если говорить про республики СНГ, страны СНГ, да, сегодня там примерно с неким отрывом в интенсивности происходят определенные процессы. И если говорить про культурную среду, все больше и больше нужны технари. Вот этот голод, который копился годами, он сегодня дается. Поэтому это люди, которые без куска хлеба на территории Российской Федерации уже не останутся, если у них будет эта специальность. Просто многие этого еще не знают, мы это интенсивно пропагандируем, но, к сожалению, нас не слышат. Они по привычке идут, получают то образование, по которому они потом не могут трудоустроиться. А вот получит он, например, образование светорежиссера или звукорежиссера, для этого нужно иметь хороший слух и там, фантазию и так далее. Человек по жизни обеспечен куском хлеба, и у него не будет проблем в трудоустройстве. Однозначно, априори уже будет востребован. Немного отойдем от нацпроекта, но недалеко. И, кстати, по поводу нацпроекта «Творческие люди», да, мы сегодня, он как бы, да, за счет бюджета республики реализовать должны этот проект, да, то есть вот эти люди, которые у нас едут. Но сейчас мы ведем переговоры, потому что есть еще отделение федерального, там с ГИТИСом есть определенное соглашение и так далее. Вот. И мы можем попытаться сегодня вот в рамках нацпроекта, то есть войти в нацпроект федерального уже масштаба в контексте «Творческие люди». Вот по поводу ГИТИСа мы вот этот год упустили. Во-первых, потому что я вот заступил в должность, да, у меня не было физически времени этим заниматься. Во-вторых, там еще по ряду причин. Вот. И у нас такой вот уже вот пару лет пробел, недопустимый пробел, когда мы не занимаемся подготовкой кадров. Раньше, вы знаете, на протяжении многих лет регулярно я этим лично занимался, и в результате более 60 человек с Республики Ингушетия получили московских вузов различные специальности в сфере культуры. И если мы это срочно не компенсируем, то у нас уже, знаете, это тот случай, когда, вот, например, артист, подготовили мы там, молодежь, да, там, обучили там, ребят 18-20 лет, проходит 10 лет, они пролетают эти 10 лет, им уже за 30. Знаете, все это ребята, которые уже играют возрастные, они уже там, молодых героев не сыграют. Это процесс требует постоянного обновления. Если там звука или светорежиссер один раз по жизни обучился до старости, может только опыт приобретая работать, то есть специальности, которые требуют постоянного обновления, плюс текучка кадров, потому что все больше и больше площадок создается. Нам нельзя в этом отношении отстраняться. В текущем году в рамках реализации проекта планируется строительство 6 домов культуры в таких сельских поселениях, как Плиево, Чемульга, Бердюрт, Вежере, Южное и в Средних Очелках. Также Министерством культуры Республики в 2020 году при условии включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу планируется провести реконструкцию здания театра юного зрителя, который расположен в городе Назрань.
Я как мама, вот мне интересен вопрос театр юного зрителя. Мы все знаем, что, к сожалению, на сегодняшний день в старом здании. Что будет делаться в этом направлении? Попадает ли он в нацпроект? Сегодня, вот сейчас уже можно об этом говорить, хотя, может быть, это несколько преждевременно, потому что еще не все правоустанавливающие документы оформлены, и нет еще окончательного, там, ну, нет ни соглашения, ничего, но тем не менее работа активно ведется, и есть пакет договоренностей, скажем так, пока это только в большей степени, но хотя уже ведется работа по подготовке ПСД и так далее, уже там активные работы ведутся. Вот. То есть по реставрации театров, то есть мы там до фундамента его сносят, и потом возводится новое здание на месте старого. В перспективе вполне возможно, что если все сложится хорошо, что будет и реализован проект по постройке нового здания. Но это вот несколько лет. А еще будут ли у нас строиться театры, здания театров? В рамках нацпроекта у нас по ФАИПу у нас есть 6 объектов, вот, по федеральной целевой программе. Вот, это немножко другое направление, где у нас предполагается 6 крупных, громадных объектов, в том числе строительство здания Русского театра в городе Магаз. Вот. Там 6 объектов, короче говоря, да, сейчас перечислять не буду их. Вот, это и здание, в котором будет, театрально-культурный центр, в котором будет базироваться в перспективе и Национальный театр, и, наверное, возможно, Министерство культуры туда переедет, и что-то еще. Это огромное тоже здание. Вот, там Краеведческий музей, филармония. Буквально вот несколько лет назад возьмем, все-таки не было такого потока посещений культурных мероприятий нашими жителями. Сегодня эти посещения, они увеличиваются. Странно было бы, если бы этого не происходило. Сегодня целый пласт интеллигенции, молодежь, которая вчера там дети бегали, детишки бегали где-то в селе, сегодня они уже в пригороде, либо в городе живут, они имеют доступ. Сегодня у них появился там 27, какой театр был в Назране, да, там чуть больше. Не было же ничего такого. Тут там в ЧССР, там Грозный только что такое выезжал и так далее. Сегодня эти люди приобщены, некоторые с детства приобщены уже к культуре, к искусству. Разумеется, тот процент населения, который в свое время по тем или иным причинам уехал с республики, и вот он сегодня восполняется подрастающим поколением и теми людьми, той интеллигенцией, которая осталась там в сфере образования, где-то в смежных сферах, люди, которые у них появилась потребность, и все, эта потребность нарастает. Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это важнейшая задача, которая требует бережного отношения к истории, к традициям. Она формируется из базовых ценностей, которые должен усвоить каждый, чтобы считаться не только культурным человеком, но и просто человеком. Усвоение этих ценностей может происходить разными способами, через семью, религию, школу, общение и дружбу. Но в любом случае культура является способом социализации человека, средством и целью вхождения в социум. Если даже вот, без увеличения возможностей, то, что сейчас на данном этапе запланировано до 2024 года в рамках нацпроекта будет реализовано на 100%, вы знаете, это такой рывок. Даже сейчас вот мы привыкаем, люди ведь не обращают внимания на процессы, которые они наблюдают регулярно. Им нужно выехать, потом въехать в ситуацию неожиданно, и тогда они видят разницу. Вот, то, что было, допустим, 10 лет назад и сейчас, да, разница невообразима, но незаметно для нас это все происходит, хотя не замечать этого невозможно. А до 2024 года рывок будет столь значительным, если все удастся, что я думаю, что, понимаете, вот моя мечта, я всегда с тоской, будучи там еще гораздо моложе, нежели сейчас, с тоской наблюдал о процессах, которые происходили там в соседних республиках. И всегда немножко хотелось, зависть такая была. Всегда же хочется, чтобы твое было лучшим, да? Вот. И сейчас мы видим, что мы по многим направлениям, да, сегодня мы, не буду я там сравнивать, как бы это неэтично, но мы выходим на такой уровень, что есть чем гордиться. На вопрос, что нужно творческому человеку для счастья, я бы ответила так. Ключевое слово – талант. Дальше – вдохновение, полет фантазии, художественная идея, поклонники и их признание. Перечислять можно долго, но самое главное для творческого человека – это ощущение того, что он с его талантом нужен. Это понимание и поддержка. А национальные проекты – это как раз то, что необходимо на данном этапе для всей страны.
уважаемые телезрители, не пропускайте эфир нашего проекта и живите в ритме времени.